Прекращено издание газеты «Вечерний Или». С 1 января 2019 года было прекращено издание газеты «Вечерний Или». Все права газеты были переданы Ассоциации печатных изданий «Илийские труженики». «Вечерний Или» впервые была выпущена в 1992 году и издавалась на уйгурском, казахском и китайском языках. Газета занимала особое место в сердцах читателей и была на 20-м месте по популярности среди 180 вечерних изданий. Во время культурной революции было прекращено издание многих газет и журналов, таких как «Алтай», «Сказка», «Детская газета Или» и «Баргуль». Продолжалось издание только тех газет, которые были под контролем Компартии, что вызывало недовольство народа. После окончания революции было возобновлено издание вышеупомянутых газет. Пятилетний план по китаизации ислама. Китайские лагеря перевоспитания вызвали недовольство мировой общественности. По сообщениям международных СМИ, от 6 января китайское правительство провело переговоры с руководителями 8 исламских организаций и объявило о пятилетнем плане по китаизации ислама. Руководители этих организаций единогласно поддержали план китайских властей и выразили свою уверенность в том, что ислам и социализм вполне совместимы. В известиях газеты «Глобус» отсутствуют подробности плана и имена руководителей вышеупомянутых организаций. По статистике ООН, более миллиона уйгуров, казахов и других мусульман находятся в лагерях перевоспитания, которых с помощью пыток и угроз вынуждают принять безбожную идеологию коммунистов. Международные правовые организации заявили, что это является нарушением прав человека и политикой подавления. По информации зарубежных СМИ и снимкам, сделанным со спутника, всех заключенных ежедневно принуждают выполнять тяжелую работу. Более того, некоторых из них скрытно вывозят во внутренний Китай с целью эксплуатации. Число заключенных постепенно уменьшится. Вашингтон сообщил, что на прошлой неделе китайские власти пригласили корреспондентов агентства Reuters посетить лагеря перевоспитания, расположенные в таких городах Восточного Туркестана, как Кашгар, Хотан и Каракаш. В камерах, которые было дозволено посетить, заключенные рассказывали, что отказ от китайских песен и танцев на свадьбах и оплакивание покойного является радикальной идеологией. На лицах заключенных была неискренняя радость, некоторые отворачивались и опускали голову, некоторые пели и танцевали. Разговаривать с заключенными было запрещено. С некоторыми удалось провести беседу, и все рассказывали о гуманности политики Компартии и пользе лагерей. Некоторые заключенные говорили, что пришли в лагерь добровольно с целью изучения языков и освоения профессий. После посещения лагерей корреспонденты заявили, что все ответы и поведение заключенных инсценированы. Руководитель Синьцзянь-Уйгурского автономного района Шухрат Аркин вместе с некоторыми китайскими политиками заявил, что все данные о пытках и репрессиях, предоставленные ООН, необоснованы. После посещения лагерей корреспонденты заявили, что все ответы и поведение заключенных инсценированы. Руководитель Синьцзянь-Уйгурского автономного района Шухрат Аркин вместе с некоторыми китайскими политиками заявил, что все данные о пытках и репрессиях, предоставленные ООН, необоснованы. Он пообещал, что постепенно число заключенных снизится. Украинская церковь отделилась от русской. После прений, продолжавшихся более 300 лет, новое украинское духовенство объявило о своем отделении от русской православной церкви. На проведенном собрании в Стамбуле 5 января патриарх Константинополя и архиепископ Варфоломей I подписали исторический документ о независимости и отделении украинского духовенства от русской православной церкви. Среди гостей церемонии были президент Украины Виктор Порошенко и глава украинской церкви.